Добрый вечер. Это новости 24 в студии Мария Мистоева. И коротко о главном. Даже сам себя поймал на мысли, какое количество новых объектов у вас сегодня вводится в эксплуатацию. Визит вице-премьера российского правительства Александра Хлопонина в Ингушетии завершился. Проверки этого года выявили массу нарушений как в очистных сооружениях, так и в создании полигонов для вывоза и хранения твердобытовых отходов. Законность в сфере экологии и природопользования в Ингу прошел второй открытый форум прокуратуры Ингушетии. Нам такой добротный дом построили. Мы даже жаждем быстрее переехать. Долгожданное новоселье. В Новом Реданте завершается строительство дома для жителей ветхого и аварийного жилья. Все начальные работы здесь на объекте уже завершены. Установлен каркас и смонтирована система вентиляции. В Ингушетии полным ходом идет строительство агрохолдинга «Сунжа». Булочки в открытом виде продаются нельзя, нужно закрывать обязательно, потому что здесь трасса, здесь машины ездят. Сотрудники Роспотребнадзора проверяют продукты в преддверии праздника. И снова смертельное ДТП на федеральной трассе. Сегодня в районе аэропорта Магаз произошла авария с участием двух автомашин, в результате которой погиб 77-летний мужчина. В результате столкновения автомашин «Лада Гранта» и ВАЗ-21041 последняя сильно пострадала. В ней находился пожилой мужчина. Водитель Гранта отделался просто ушибами. К месту трагедии тут же подбежали люди и попытались вытащить дедушку из покореженной машины. Он был сильно ранен и истекал кровью. Сразу же вызвали скорую, но не ожидая ее, свидетели решили отвезти пострадавшего в больницу, где спустя время он скончался. Причины и подробности аварии выясняются правоохранительными органами. Сегодня завершился визит заместителя председателя правительства России в Ингушетию. Это были два плодотворных рабочих дня. Накануне делегация посетила крупнейшие в регионе социальные объекты. Побывали гости сначала на производстве. Сад-гигант удивил своими возможностями. Здесь есть цех по обработке фруктов, специальные хранилища и сам сад, где лучшие специалисты занимаются выращиванием яблок разных сортов. Александру Хлопонину в деталях рассказали обо всех этапах производства. Затем гости отправились в микрорайон Юбилейный, который построен специально для переселенцев из Чеченской Республики. Юные хоккеисты на ледовой арене продемонстрировали мастерство владения клюшкой. Побывали гости и в перинатальном центре. Там медики ознакомили их с достижениями медицины и условиями, которые созданы для новорожденных и мам. А уже на протокольной встрече Александр Хлопонин и Юнузбек Евкуров подвели итог дня. С колоссальным удовольствием сегодня посетил те объекты, которые вы мне сегодня показали. И, казалось бы, за короткий период времени с момента моего последнего визита в республику я даже сам себя поймал на мысли, какое количество новых объектов у вас сегодня вводится в эксплуатацию. Мы с вами проезжали по одной из улиц, я даже их не узнал. Я помню, когда, собственно, это был мемориал, и было то место, где мы проводили какое-то культурное мероприятие. Как расстроился весь микрорайон, какие сооружения сегодня построены. Я абсолютно удовлетворен тем, что я увидел. Особенно это касается объектов социального значения. Это, конечно, перинатальный центр, который сегодня функционирует и достаточно успешно. И та модель, по которой вы сегодня подходите к развитию этой системы перинатального лечения и вообще, так сказать, все, что касается здоровья матерей и здоровья наших детей. И впервые, на самом деле, республика сегодня достигла показателей, которые мы в России еще пока достичь не можем. Это материнская смертность, она равна нулю за 2 года. Я считаю, что это огромное достижение, в том числе связанное с этими проектами, которые сегодня развиваются. Школы. Конечно, это наша наболевшая тема, и мы с вами знаем хорошо, что задача поставлена президентом Российской Федерации, и председатель правительства держит вопрос на контроле. Конечно, наша задача, очень много сделано, наша задача сделать так, чтобы в конце концов у нас была односменная система образования. Нам в России еще до конца это не удается сделать, но особо острая эта тема на Северном Кавказе.
То, что сегодня вы ликвидировали трехсменную систему образования, практически окончательно ее ликвидировали, это уже колоссальный рывок. Я хочу напомнить, что еще буквально 4 года назад у нас было четырехсменное образование. Это тяжелейшее условие. Это вообще это лжеобразование, это не образование детей. Это колоссальный прорыв. И то, что школу я сегодня посмотрел, которая введена в эксплуатацию, детишки пойдут уже буквально после Нового года учиться, это, я считаю, тоже очень много сделано. Мы сегодня подведем итоги на совещании по завершению инвестиционной программы по 2017 году, разберем это. Я думаю, вижу тоже, сегодня посетили с вами микрорайон потрясающий, куда должны по программе переехать наши переселенцы, и я сегодня абсолютно удовлетворен качеством этого жилья, которое сегодня вы мне показали. Поэтому республика развивается семейными шагами. Я хочу вам сказать огромное слово благодарности. И действительно на глазах с большой скоростью происходят изменения. Спасибо. Те достижения, которые вы сегодня в том числе видели в республике, те наши успехи, они, конечно, прочно связаны в том числе с вашим именем. Потому что вы стояли у истоков, в том числе и принятия федеральной целевой программы, вы стояли у истоков защиты наших программ по социальному развитию, в том числе части касающиеся объектов образования. Ну и, конечно, вот те проекты, которые дали хороший имидж в целом и республике, и Кавказу. Это молодежные форумы, это форум СМИ, это проекты, сделанные на Кавказе, сделанные в республиках. Вот за этим проектом вы стояли. Я надеюсь, что мы оправдали, во-первых, ваше вот это доверие. И уверен, мы видим это сегодня воочию. Эти проекты, они шагнули вперед. И уже в последующем и Сергей Ильич Мельников, и сегодня Олег Евгеньевич Белавинцев эти ваши проекты сопровождают, ведут, потому что они такие хорошие рабочие проекты. Вам за это огромное спасибо. Ну и, конечно, за то, что вы всегда поддерживаете, помогаете республике. Понятно, и контроль есть, и другие вещи есть, но то, что помогаете в правительстве Российской Федерации, в том числе реализовывать и продвигать те проекты, которые сегодня важны для Республики Ингушетия. А мы со своей стороны, конечно, будем делать все, чтобы не подвести. Глава Ингушетии встретился с заместителем председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания России Валерием Васильевым и председателем Народного собрания Республики Зелимханом Евлоевым. Валерий Васильев возглавляет рабочую группу Центральной контрольной комиссии партии «Единая Россия», которая работает несколько дней в регионе. По его словам, данная проверка носит плановый характер и касается всех региональных отделений партии. Подобные мероприятия проводятся во всех региональных отделениях страны. Глава Ингушетии подчеркнул, что такие плановые проверки стимулируют деятельность учреждений. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров встретился в среду с представителями ЦИК России Саипшахом Шапиевым и руководителем Центра избиркома Республики Мусой Евлоевым. Они обсудили вопросы, связанные с предстоящими в марте 2018 года выборами президента России. В частности, речь шла о работе по уточнению списков избирателей. По словам Евлоева, эта работа ведется у них регулярно, но накануне выборов ей уделяется особое внимание. Основная задача состоит в том, чтобы в списках избирателей не было двойников. Нужно исключить тех, кого уже нет в живых, или кто вступил в брак и изменил фамилию, кто выехал за пределы республики на службу или в места отбывания срока наказания. По каждому такому случаю мы должны предоставить документальное обоснование, сообщил Муса Евлоев. Саипшах Шапиев, в свою очередь, отметил, что у него остались хорошие впечатления о работе избиркома Ингушетии в этом направлении. Четко обозначены проблемные вопросы и пути их решения, подчеркнул он.